Подозрительные новообразования на коже, долго не заживающие язвочки и трещины, увеличение размеров ротинок. Все эти и другие симптомы могут сигнализировать о начале опасной болезни, и многие пациенты понимают, лучше не затягивать и вовремя обратиться к врачу. К Ирине Шлевко очередь с самого утра. Все идут к доктору на медосмотр. Кто-то уже перенес операцию, а кто-то идет для того, чтобы убедиться. Причин для волнения нет. Конечно, справимся, не первый раз. Это сложно для пациента, решиться, прийти, все показать. А для доктора, каждый пациент – это решение вопроса. То есть в каждом случае от начала до конца надо вопрос решить, надо проблему решить, и для пациента в форме для него комфортной и понятной объяснить, выбрать метод лечения, тоже доступный для пациента. Это тоже немаловажно, потому что можно фантастически что-нибудь придумать, и потом пациент после нашего отъезда не справится. Поэтому нужно что-то удобное подобрать для пациента, и чтобы он вышел с чувством, что да, он все вопросы задал, на все вопросы получил ответ, и мы его удовлетворили. Запись на прием к этим докторам велась по телефону и на сайте за несколько дней до старта акции. В эти 4 дня специалисты планируют обследовать 140 жителей Абхазии. Остается все, база данных, то есть по любому пациенту это удобно, чтобы со снимками не бегать, все вводится сюда, и все те пациенты, которые у нас на учете, в любой момент в динамике можно проследить. Дата первого снимка, второго, контрольного, то есть это удобно. Главная цель проекта – первичная профилактика рака. Врачи призывают регулярно следить за своим здоровьем и не доводить до хирургического вмешательства, химиотерапии или других тяжело переносимых организмом видов лечения. Это специалисты высочайшего уровня. Такой небольшой охват, он из-за того, что сам пациент достаточно подробно обследуется, на него отводится достаточно много времени. И это пациенты, у которых рак еще не диагностирован. То есть это первичная профилактика, все, кто либо подозревает, либо просто захотел обследоваться по поводу рака, у кого есть онконастороженность. Самые страшные рассказы о внезапно увеличившемся числе онкобольных, как оказалось, лишь фантазии и преувеличенное воображение людей. Статистика – вещь упрямая, и говорит она об обратном. По некоторым показателям есть даже и улучшение. Всех беспокоит тема онкологии. И всегда говорят, какой у нас рост большой и все остальное. Мы исходим из наших статистических данных. Да, есть рост во всем мире, в том числе и у нас. Но такого значительного роста у нас, собственно, нет. И эта акция даст нам возможность на самом деле вскрыть те стороны, рост есть у нас или нет. Потому что при таких исследованиях процент выявления высокий. Данная акция основным козырем у них является доступность к специалистам такого уровня. Тем, у кого в эти дни выявляют начинающую стадию онкозаболеваний, назначают обследование. Необходимые анализы сдаются здесь, на месте, в онкоцентре. Лаборатория, по признанию международных специалистов, не только оснащена уникальным оборудованием, но и гарантирует проведение высококачественных и надежных лабораторных исследований. Лаборатория действительно соответствует современным требованиям исследований, обработки материалов и прочее. Цель – это гистологическая диагностика, то есть по морфологическому строению диагноз выставляется. И, в общем-то, оборудование нацелено на то, что может быть уровень исследований углублен до молекулярных исследований. Помощь в организации медицинского проекта оказали Министерство здравоохранения Абхазии и Общественный фонд Амшра. По словам руководителя акции «Неделя ранней диагностики рака», персонал, да и сам онкологический центр Абхазии приятно удивили. И если будет возможность, они снова приедут в нашу страну с той же миссией. Кого-то мы можем принять, и мы проводим дополнительную запись, если есть такая возможность. К сожалению, то есть всех дозаписать мы не сможем. Потому что поток идет большой, и сейчас уже есть некоторая очередь. Мы стараемся координировать, чтобы люди проходили всех специалистов, потому что
Иногда человек хочет пройти какого-то одного специалиста, но потом выясняется, что у него есть какие-то вопросы к другому, в других областях. Поэтому мы стараемся по возможности принимать всех. К сожалению, наши возможности ограничены. Я думаю, что даже если мы не сможем это сделать, то Лев Забетович со своей командой, может быть, поддержат эти акции и проведут в своем коллективе или будут периодически проводить, потому что ранняя диагностика – это, конечно, залог успеха в лечении онкологических заболеваний. Учитывая масштабы раковых заболеваний, онкологи намерены сделать подобные медосмотры регулярными. Не исключено, что так называемые Европейские дни в Национальном онкологическом центре Абхазии могут превратиться в целые недели. Нис Фаршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.